Что происходит с выборами? Прошлые были достаточно удивительны, да, своим результатом, а эти, по-моему, переплюнули все кампании избирательные, которые были в США. Тут говорили, Трамп говорил и о вбросах, чуть не напомнил нам ситуацию на выборах во времена Януковича. Теперь, как у нас тут сейчас затягиваются результаты на местных выборах, уже прошло бог знает сколько времени, а мы не знаем, кто прошел в наши территориальные громады. І ви переймаєте, в Америці переймають наш опит? Ну, зараз тепер ми всі чекаємо, чи буде перерахунок, але навіть як нагода буде мати перерахунку в окремих наших штатів, бо кожні вибори це командує окремі штати, це не є федеральна справа, наш федеральний уряд втім не займається, а кожна локальність має свої певні закони, як це рахувати, або як і перерахувати. В однім штаті президент Трамп запитав, щоб вони перерахували, але він ще навіть не має права перерахувати або просити на перераховування, аж доки вони сертифіковані будуть мати, то вони спочатку отримують, що так сталося. І ця процедура не стається аж після, вони мають свою контрольну комісію, яка перевіряє 5% з одної локальної дільниці, 5% виборців чи бюлетенів з іншої дільниці, щоб перевірити, що там не було взагалі якісь проблеми. То ця процедура офіційно спочатку не буде скінчена аж в другому тижні грудня. Але до того часу, як ви вже чули, ви бачили при наших медіаканалах чи у газетах, чи навіть що до нинішнього дня ми знаємо, що 27 країн партнерів, союзниками НАТО вже задзвонили до тепер буде президента Байдена і погратулювали йому. То всі знають переважно, як це буде. І навіть з нагоди перераховування ніколи в історії в Америці ніяке перераховування не змінило більше, ніж 200-300 голосів в окремій штаті. То навіть як це би сталося, ми знаємо, що Джо Байден має 4, ближче 5 мільйонів більше голосів взагалі через цілої країни. Байден призвал нацию объединиться, забыть о былой вражде и начать залечивать раны, которые получили Соединенные Штаты во время этой кампании. Давайте послушаем, что сказал Байден. Америка звернулася до нас і дала нам мандат керуватися силами науки і надії і вести битву нашого часу. Битву з вірусом і системним расизмом, битву за порятунок нашої планети і захист демократії. Ми повинні дати всім у цій країні шанс на справедливість. А мы подключаем к нашему разговору Игоря Петренко, эксперта по международным вопросам, аналитика Центра перспективных исследований. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. У вас же вечер, а то у нас Да. нашим коллегой из США утро. Давайте попробуем спрогнозировать ситуацию, конечно же, с нами. Все тут делали ставки периодически, что будет делать Трамп в поддержку нас, и кто лучше в этой ситуации будет, Трамп или Байден. Вот Байден в нашей ситуации – это лучший вариант или нет никакой разницы, какой президент будет в Америке? Ну, безусловно, определенная разница есть, но самое главное задание было перед украинской властью, которая она, в принципе, успешно реализовала ее, это сохранить двупартийную поддержку, поддержку республиканцев, поддержку демократов. Очень хорошо, что мы не стали объектом так называемого Украина-гейт, когда бы возможные дела расследовались там в Украине и использовались бы в избирательной гонке между Байденом и Трампом. Поэтому это большой позитив, что наш нынешний президент Владимир Зеленский и его команда, и все остальные наши дипломаты, и наши вообще
члены правительства, они не наступили на те грабли, которые наступала украинская власть в 2016 году. Ну, некоторые ее представители, да, которые потом им аж приходилось удалять соответствующие посты с своих Facebook. Поэтому это хороший момент. Ну, в принципе, учитывая как бы позицию Байдена в контексте России, и он называет ее как главную такую вот угрозу, в отличие от Трампа, который говорит больше о Китае, то, скорее всего, мы можем рассчитывать на еще большую поддержку и понимание тех проблем, с которыми мы сталкиваемся на сегодняшний день. Ну, будет ли это так, покажет время, но пока, исходя из его риторики, выходит так. Плюс Байден, он хорошо знаком с ситуацией в Украине, он даже книгу написал об этом, плюс он часто достаточно у нас тоже бывал. Поэтому это тоже, скорее всего, играет нам в плюс. Да, это не говорит о том, что, допустим, в США не будет такого диалога с Российской Федерацией. Понятное дело, что в контексте стратегических вооружений это важная задача, о которой говорил сам Трамп. Не будет тоже стараться к этому двигать, ну, к ограничению. Это понятно. Но в целом я думаю, что сохранение хороших отношений Украины и с Штатами Америки, стратегического партнерства, оно как было, так и продолжится. Возможно, даже с небольшим плюсом для нас. Ну, про Байдена известно, что он неоднократно был в нашей стране в статусе еще вице-президента и даже выступал в нашем парламенте. Эта речь была воспринята аплодисментами. Мы даже сейчас имеем такую возможность предоставить нашим телезрителям послушать фрагмент этого выступления, чтобы было понимание, как относится Байден к нашей стране. Я попрошу режиссеров сейчас показать фрагмент этого выступления. У 21 столітті країни не можуть, і ми не можемо їм дозволити перекроювати кордони силою. В цьому і є основні правила. І якщо ми їх не виконаємо, ми день. Росія порушила ці правила і продовжує порушувати їх. І сьогодні Росія окупувала незалежну українську територію. Я хочу чітко сказати, Сполучені Штати Америки не визнає, ніколи не визнає спроби Росії анексувати Крим. Ось так.